Всем привет! Это программа «Испытано на себе». Доказано, что учиться чему-то новому никогда не поздно, особенно если это касается направления, которым ранее никогда не занимался. В этом выпуске вместе со студентами Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета мы пройдем летнюю практику. И для этого мы отправились изучать самое удивительное, прекрасное и вместе с тем загадочное место нашей республики – озеро Лабынкыр. Испытано на себе. Сегодня вы узнаете, какие испытания таит путь до Аймеконского района. И вообще, есть ли дорога к озеру Лабынкыр? Окунетесь в невероятную красоту якутской природы, посмотрите на истинное чудо Якутии с высоты птичьего полета, а также прикоснетесь к разгадке тайны знаменитого лабынкырского чудовища. А еще увидите, чем занимаются современные студенты на практике. И, конечно же, отправитесь в поход. Испытано на себе. Справка. Лабынкыр – озеро в Аймеконском улусе на востоке Якутии, ставшее знаменитым благодаря неизвестному науке существу, якобы обитающему в его водах. Но по-настоящему впечатляют размеры водоема. Его площадь почти 45 квадратных километров, а наибольшая известная глубина – 75 метров. Озеро находится на высоте 1020 метров над уровнем моря, имеет форму вытянутого с севера на юг прямоугольника. Для того, чтобы добраться по земле до озера Лабынкыр, необходимо по федеральной трассе Колыма проехать 730 километров, затем по региональной дороге Аймекон доехать до села Томтор. И еще преодолеть около 100 километров по бездорожью. Испытано на себе. Нам предстоит долгий, интересный путь. Мы выезжаем на озеро Лабынкыр, но при этом у нас будет небольшая остановка в Томторе. Туда мы едем на этих на УАЗике. Это студенты и ученые СВФУ. Какие ожидания от поездки? Какое настроение? Ну, все в ожидании, вообще у всех хорошее настроение, собрались, погода нам сегодня так улыбается, и все в машинах сидят, улыбаются, ждут. Ну все, тогда стартуем. Обязательно. Вещи собраны и отправляемся в путь. Первая, некогда сложная и насыщенная конфликтами преграда – это паромная переправа через Лену, стала лишь частью комфортной дороги. Потоки машин разделены, паромы ходят буквально один за одним, поэтому переправились в Нижний Бестях мы в течение часа. На той стороне причал тоже практически готов. Покидаем паром и едем дальше. Испытано на себе. Итак, мы благополучно добрались до села Томтор, расположились пока что возле ручья. И
так как вот только-только приехали, собираемся кушать, готовить. Покормим по якутской традиции речку. Спасибо большое, что мы сегодня добрались благополучно. Спасибо этой земле, природе, реке. Ну и просим удачной, вообще последующей удачной поездки, чтобы все было хорошо. Одну ночь нам предстоит провести в Тамторе, а затем отправимся дальше. Этот населенный пункт – знаменитый полюс холода. Здесь когда-то температура воздуха достигла минус 71 градуса по Цельсию. И этим фактом очень гордятся местные жители. Численность населения в поселке чуть больше 1000 человек. На тот момент там шли последние приготовления к встрече гостей с Эхаулонхо. Ну а мы разбили лагерь на берегу речки Куйдусун. На следующий день начал прибывать наш транспорт. Именно здесь, на полюсе холода, заканчивается наша комфортная поездка на обычных автомобилях. Далее, по абсолютному бездорожью, мы продолжим наше путешествие на вездеходах. И сзади меня находится один из них. Это автомобиль ЗИЛ, как вы можете увидеть, с очень крупными колесами. Мы уже проверили его проходимость, он легко пересекает небольшие речки. Ну а далее нас ждут только болота, мы продолжим путешествие вдоль реки. Ну и, конечно же, обязательно приедем к удивительному озеру Лабынкыр. Это первая группа, она отправится на этом автомобиле, на Вилке. Ну а мы пересядем на танкетку, о ней будет отдельная история, расскажем чуть позже. Пока идет погрузка вещей в кузов вездехода, подходит и наша танкетка. Честно говоря, на такой машине я поеду впервые. Говорят, что путь может занять около 8 часов, и за это время мы преодолеем лишь 100 километров. Какие преграды нас ждут впереди? Увидим и прочувствуем. А пока про наш тягач АТС-59Г. Это чудо советского автопрома начали производить в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века. Он предназначался для буксировки прицепов, перевозки людей и различных грузов по всем видам дорог и бездорожья. Собственная масса машины около 13,5 тонн. Дизельный двигатель V12, максимальная мощность 300 лошадиных сил при 1700 оборотах в минуту. Ну все, завершились наши последние приготовления. Мы отправляемся в путь. Друзья, повернитесь, помашите сюда на камеру. Все, наше путешествие начинается! Дорога оказалась, мягко говоря, непростой, да и вездеход пройти может далеко не везде. Буквально каждые 10 километров пути наш вездеход вяз в трясине, и в каждой ситуации выручала танкетка. Как говорится, не зря она тягач. Испытано на себе. Вот мы преодолели чуть больше половины пути. Остановились на небольшой привал попить чай. Вот. Здесь наши студенты. Смотрите,
открытие, да? Сейчас будем пить чай. Очень много комаров и мошкары, причем одновременно. То есть кусают и комары, и мошкара. Ну, если пользоваться различными спреями от комаров, то, в принципе, они достаточно хорошо работают. Поэтому переживать сильно не стоит. Путь очень сложный, дороги практически нет. Пробиваем путь, можно сказать, с нуля. И здесь же на сопке зоркий глаз местных охотников увидел медведицу с медвежонком. Ну, выдвигались версии о том, что здесь медведица и несколько медвежат на этой сопке. Но все-таки остановились на версии, что медвежонок один. Отсюда очень сложно увидеть. Вот видите, черная точка двигается. Вот отсюда это выглядит как черная точка. Это вот медведица. Медведица и медвежонок. Вот давайте сейчас посмотрим. Практически ровно посередине вот черная точка. Это медведица. В принципе, даже отсюда можно увидеть, кажется. Как черную точку, как минимум. Так, видите, ну что-то пока не двигается. Но есть ощущение, что как будто бы медведица поняла, что мы за ней наблюдаем. Поэтому меньше двигается. Испытано на себе. Испытано на себе. Вот мы и добрались до нашего пункта назначения, до озера Лабынкыр. Весь путь занял примерно 12 часов. И не просто 12 часов, а 12 мучительных и долгих часов. Это, наверное, самые долгие 100 километров в моей жизни. Нам пришлось пробираться через болото, через овраги, переходить через гористую местность, то есть спускаться вниз, снова подниматься наверх. Мы все очень устали, поэтому сейчас ложимся спать, а с завтрашнего дня непременно начнем знакомиться с озером Лабынкыр. Испытано на себе. Озеро нас сразу удивило. В середине июня оно оказалось сковано льдом. По словам наших проводников, такая аномалия происходит, но достаточно редко. Ну что сказать, не повезло. В таком случае помочь сможет только сильный ветер. Отгоняя льдины от берега, при движении лед начнет таять быстрее. Остается надеяться на погоду. Начался наш первый день на озере Лабынкыр. Ну и раз уж озеро сковано льдом, мы решили отправиться на соседнее озеро. Оно называется Заливное. Говорят, там тоже очень много рыбы. Мы, конечно же, надеемся ее поймать и приготовить прекрасный ужин на природе.
Одна из особенностей этой местности — на территории в несколько десятков километров расположены множество небольших озер. Есть гипотеза, что несколько из них, в том числе озеро Лабынкыр, соединены подводными тоннелями. Пока эта версия подтверждения не получила, мы преодолеваем около 5 километров и приступаем к рыбалке. Рыбачим на спиннинг и блесну. Наша рыбалка продолжается. Улов есть, но пока незначительный. Вот. Этим видео я хочу, чтобы вы обратили внимание на то количество комаров, которые нас буквально атакуют. Смотрите, их просто туча. Надеюсь, это видео сможет передать те ощущения, которые мы сейчас испытываем. Но ничего страшного, это нас не пугает. Мы продолжаем нашу рыбалку. Вот так улов. Вот это ленок. Кависа, вот так покажи, да, чтобы было понятно, какого. Смотри, он с половину тебя ростом почти. До колени. Выше До колени. колени, да? Ну, давай крупнее покажем немножко. Да, вот так вот можешь немножко горизонтально взять. Ну, красавец, красавец. Сейчас я тебя с ним сфотографирую обязательно. Ближе к вечеру танкетка нас забирает и привозит в лагерь. Там наш улов мы отдаем ихтиологам. Это ученые, которые занимаются изучением рыб. После исследований готовим вкуснейшую уху, ужинаем и ложимся спать. Впереди самое интересное – начало нашей практики. Но для того, чтобы начать наше исследование, конечно, необходимо узнать, что нас ждет. И прямо сейчас мы пообщаемся с руководителем образовательных программ географического направления Института естественных наук. Жанна Федоровна, расскажите, пожалуйста, что нас ждет, что включает в себя практика студентов, летняя практика студентов. Ну, летняя практика студентов, она всегда включает в себя закрепление теоретического материала непосредственно в полевых условиях. То, что касается практики студентов по окончанию 3-го курса, то здесь в их еще обязательные условия входит сбор информации для выполнения выпускной квалификационной работы. Затем ребята эти знания, полученные здесь, отразят где-то на всероссийском уровне, наверное, да? То есть эти знания не останутся просто здесь. Нет, конечно. Во-первых, эти знания, которые они здесь получают, они сдают отчет. Отчет они сдают в сентябре. Вот. А после этого у нас будет проходить еще всероссийская конференция студенческая, которая посвящена непосредственно полевым исследованиям практическим. И в ней будут участвовать многие вузы Российской Федерации: Санкт-Петербургский университет, Дагестанский, Мордовский. Значит, и там другие тоже вузы поделятся своими опытом с нашими студентами. А наши студенты покажут удивительную практику, которую прошли этим летом. Какие исследования включает в себя летняя практика? Ну, эта практика, она комплексная, она включает в себя ряд исследований. Ну, основными являются это исследования здесь на озере Лабынкыр. Это ландшафтов, это проведение дистанционного зондирования, это изучение, значит, видового состава рыб, это орнитология, это составление туристских маршрутов и так далее. То есть она такая многогранная практика. Сколько студентов отправились сюда, на озеро Лабынкыр? И в итоге, то есть, каким образом будет оцениваться эта работа? Значит, на практике здесь 20 студентов, которые здесь проходят практику вместе с руководителями. Оценку мы будем проводить у них отдельно. Первая оставится непосредственно здесь в поле, а вторая будет уже по результатам защиты их практики в камеральных условиях. Ну и последний вопрос. Вместе с ребятами практику буду проходить я, человек, который никогда раньше не занимался географическими исследованиями. Да, у меня то есть остались знания на уровне школы. Как вы думаете, справлюсь ли я, получится ли у меня? Я уверена, что вы справитесь, потому что у вас будут замечательные учителя, которые уже в течение 3 лет
наращивали свой опыт, свои знания по прохождению практики, поэтому я думаю, что они вас обучат, и вы сможете все выполнить. Ну что ж, спасибо, Жанна Федоровна. Ну а мы отправляемся в поле. Испытано на себе. Несколько слов о нашем лагере. Мы разместились рядом с домиком, который нам любезно предоставило якутское отделение Русского географического общества. Обустроили палаточный городок на прилегающей территории. Спим в палатках, готовим на костре и печи, организовали 2 беседки с навесом, верхушки которых украшают флаги РГО и Северо-Восточного федерального университета. Ну а в доме даже есть электричество. Правда, заряда солнечных батарей едва хватает, чтобы заряжать оборудование. А теперь отправляемся в поле. Для того, чтобы получить общую картину о ландшафте на территории озера Лабынкыр, обязательно необходимо изучить почву, ведь почва – это зеркало ландшафта. И в этом нам поможет Николай. Николай, вот с чего начинается изучение ландшафта? Мы начинаем копать этот шурф в почвенных горизонтах. И мы выкопали вот этот шурф глубиной полметра. То есть лопату, берете лопату, проще говоря, да, и копаете и ямы? копаем до мерзлоты. До мерзлоты. До мерзлых пород, короче. Вот это мы докопали до полуметра, поэтому получается, что тут глубина протаивания сейчас полметра. То есть там уже внизу вечная мерзлота. Да, многолетние мерзлые породы. Все, отлично. Так. И мы начинаем наше исследование вот так. Берется палец, смачивается и берется кусок почвы. И мы вот так проходимся по бумажке и по шпаргалке выделяем цвет этой почвы. У нас получается темно-бурая почва. Так, хорошо, то есть Да. по цвету определили. По цвету определили. Итак, дальше нам нужно вычислить механический состав почвы. И это делается вот таким образом. Берется не гумусовый слой, а слой, который B1 называется, из которого почва сама образуется. А он где примерно находится? Он примерно находится глубиной от 6 до 10 метров, сантиметров. Сантиметров, да? Ну, потому что тут почва, она такая тундровая, лесотундровая, тут почвы вообще нет практически. Ну, вот тут, смотрите, вот 10 сантиметров почвы, и тут еще 5 сантиметров, все, там больше почвы нет. А дальше что у нас там идет? А там это кора выветривания. Ага, а это что такое? А кора выветривания это то, что из которого образуется эта почва. Так, продолжаем. Продолжаем. Мы смотрим на механический состав вот таким вот образом. Мы раскатываем колбаску. Есть, шнур, по-правильно называется, не колбаска, а шнур. Если из шнура получается это колечко, то это глина. Но у нас не глина, а у нас это получается вот такая колбаска. Она рассыпчатая, Ну, наверное, рассыпчатая, с трещинами, то это получается легкий суглинок. То есть мы можем сделать какой вывод? То, что это механический состав этой коры выветривания из суглинков состоит. Не глина, а суглинок. А суглинков, Дальше мы делаем измеряем плотность почвы. То это мы просто берем ножик. Обыкновенный нож? Обыкновенный, самый обычный кухонный ножик. И втыкаем вот эту почву. Если хорошо втыкается, то есть верхний слой почвы втыкаем, да? То это рыхлая почва получается. Если хорошо вткнулось сюда. А если вот так сюда, то это очень плохо входит, чем в верхний горизонт. То это уплотненная, плотная почва. Здесь мы понимаем, что здесь почва вот такая рыхлая, сама по себе. Сверху рыхлая, а снизу гораздо более плотнее. Гораздо более плотнее. У нас есть такой вот прибор. Это измеритель температуры. Это термометр, который является из себя щуп, который втыкается вот сюда, в верхний слой почвы, измеряется температура. А мы ждем, когда температура уляжется. Так, температура уляжется, в среднем у нас, вот идет показатель снижается. Можем увидеть здесь, да? Показатель постепенно снижается. В скором времени он уляжется. И мы, в принципе, поймем, какая температура у верхнего слоя почвы. Верхнего горизонта почвы. Верхнего горизонта почвы. Погода относительно жаркая, наверное, не относительно, а очень жаркая. Очень жаркая. Очень жаркая, очень сухая погода.
Поэтому температура не будет, наверное, какой-то сильно низкой такой, да? Навряд ли. Ну, потихоньку опускается, уже вот 7,9 показатель. Это по Цельсию. 7,8. Ну, вот потихонечку опускается, ну, наверное, до 7,5, наверное, опустится. Мы перезагружаем вот это устройство Угу. и дальше начинаем измерять почвообразующий горизонт. То есть опускаем щуп в те горизонты, которые находятся глубже. И тут сразу видно, что тут температура гораздо ниже, чем в верхнем горизонте. Тут получается 6,3, 6,2 и дальше будет опускаться. То есть потихоньку будет опускаться. Да. Угу. То есть можно сделать вывод, что чем глубже у нас получается яма, да, или шурф в данном случае, Да. то там температура будет все ниже и ниже. Естественно, это логично. Чем ближе к вечной мерзлоте, тем будет холоднее. Ну вот мы измерили, тут где-то посередине этого почвообразующего горизонта измерили, и тут 5,4 градуса. Дальше там будет около минусовых температур. Там уже ближе к минусовым будет приближаться. Ну, Хорошо. уже минусовые будут, потому что там мерзлота. Николай, еще с собой ты принес вот такие интересные металлические колбочки. Как они называются? Для чего они используются? Расскажи. Эти колбочки- Похожие на колпачки, похожие даже. Да, Эти чем-то? колбочки называются кюветы. Они сделаны из алюминия, чтобы они были легче. Ага. И мы их используем для того, чтобы собирать анализы почвы для лабораторных исследований, в которых я не буду принимать участие. Ну, почву, тем не менее, мы соберем. Вот здесь я поучаствую вместе с тобой. Вот это кювет вбивается в почвенные горизонты. И, короче, мы получаем вот такой вот... Получаем вот все. Получаем почву. Все. Так, ну, теперь я испытаю такой способ сбора на себе. То есть, давайте посмотрим. Я также втыкаю в горизонт. Видите, вбиваем сюда. Теперь бы вытащить его, да? Да. Главное вытащить, ну. Я думаю, у меня все получится. Угу. Вот. Вот у меня. Образцы для анализа. Вот, получился образец для анализа. Ну вот, я надеюсь, этот образец, собранный мной, тоже отправится в лабораторию. И таким образом я тоже приму участие в практике ребят. Испытано на себе. Вместе с почвой студенты, конечно же, исследуют и воду озера Лабынкыр, проводят гидрологические исследования. И в том, с какими приборами работают студенты, нам расскажет Диана. Диана, расскажи, вот какие приборы вы используете для изучения воды и как они работают. У нас есть диск Секи, он измеряет прозрачность воды. Также есть вертушка, вербийская вертушка. Она измеряет скорость течения воды на поверхности и на глубине тоже. Так вот видим, да? Что с виду это вот как будто бы весло с таким вот винтом, красным винтом. Ну, сейчас мы опустим эти приборы в воду и проведем некоторые исследования. Также есть еще Третий прибор. pH-метр и термометр. pH-метр и термометр, да? Откроем, тоже покажем. Вот. Так. Значит, у нас 3 прибора, и сейчас мы проведем исследование. Вот диск Секи, белый, и вот груз. Груз Так. нужно опустить в воду. Так. Ага. Он привязан к веревке, к линии, и на ней есть отметины, которые показывают глубину. И вот То есть камень, получается, это как груз с диском должен достигнуть дна. ну не дна, а диск Секи должен пропасть, ну, из-за мутности воды. Ага. Когда диск Секи пропадает, измеряется глубина, на которой она пропала, и это равняется
Таким образом определяется уровень Мутность мутности воды, воды, да? да. На какой глубине проявляется мутность, да? Да. Так, мы завершили наше измерение, и какие данные мы получили? Прозрачность воды здесь равняется более 10 метров. Все, так. С помощью первого исследования на нашей точке мы определили глубину прозрачности воды, да? Итак, Диана, какой прибор мы будем использовать следующим? Гидрологическая вертушка. Так, берем, значит, гидрологическую вертушку. Вот мы ее уже показывали, так? Мы ее опускаем в воду. Также И на какую глубину будем опускать нашу вертушку? его можно определять на любой глубине, но мы сделаем 1 метр. То есть, таким образом мы определили скорость течения вот на той местности, где мы находимся. Я Да, правильно понимаю, да? на глубине метра от На глубине 1 метра, да, от от поверхности воды. поверхности. Идем далее, достаем нашу гидрологическую вертушку. Вот она. Так, таким образом мы измерили скорость течения. И у нас есть третий прибор. Вот, Диана, расскажи, как он работает и что мы будем им измерять. Мы будем им измерять pH, кислотность или щелочность воды и также температуру. Я напомню, этот же прибор мы использовали в исследованиях почвы. Так, ну теперь измерим кислотность и щелочность воды. Только для почвы мы использовали щуп, да, вот такой. А здесь мы будем использовать, это какая-то колбочка, да, такая специальная? Набираем сюда воду. Набираем воду. Включаем. Так. Включаем вот наш метр. И нажимаем pH. И pH. Так, нажимаем pH. Это выключили. Так, это выключаем. Сейчас еще раз. Вот pH. И вот нажимаем сюда pH. Так. И ждем. 7. Так, ага, падает. Данные падают у нас, падают. Примерно как долго нужно ждать? Минут 10. Минут 10. Хорошо. Будем ждать минут 10. Мы видим показатели 7,58. Так, это что у нас значит? Что за уровень? Вода, значит, что вода находится на щелочном уровне. То есть ближе к щелочному уровню, да? Так, здесь же мы можем измерить температуру воды. Так, отлично. Последние дни у нас стоит знойная жара. Буквально уже несколько дней продолжается, и жара не спадает. Лед на озере растаял, остатки льда. В этом году наблюдались аномалии. Лед на озере задержался. Так, ну теперь измерим температуру, я так понимаю, на поверхности воды. Да. Опускаем щуп. Опускаем щуп в воду и нажимаем кнопку темп. Правильно, температура? Да. Так, и ждем некоторое время. Так, температура воды на поверхности озера Лабынкыр примерно 11,9 градусов по Цельсию. Достаточно теплая вода, можем сделать вывод. Но я думаю, что сегодня мы в нее обязательно окунемся и искупаемся. Так, я так понимаю, это все исследования? Да. Диана, большое спасибо, а мы продолжаем нашу программу.
Испытано на себе. Вообще, вдоль прибрежной линии озера в разное время обустроили сразу 3 домика, которые используют для отдыха. Первый, в нем разместились мы. Еще один домик, он находится на другой стороне озера. Там обычно ночуют приезжие охотники. Третий домик заброшенный. Мы его тоже посетили. Мы сейчас наблюдаем довольно редкое явление. Остров Дождя. Мы его сейчас объезжаем, получается, с правой стороны. Спасаясь от дождя, идем к еще одной базе. Она у нас брошенная. Ну, то есть, как местные сказали, что брошенная база. Раньше ею пользовались. Мы зайдем туда, сейчас посмотрим все. Итак, дорогие друзья, мы находимся сейчас на базе, которая находится очень далеко от основного места нашей дислокации. Эта база также принадлежит нашим встречающим, и она была оставлена из-за того, что она находится слишком далеко от начала озера и находится практически в конце. Мы сюда заехали из-за того, что спасались от дождя, ну и заодно посмотреть, вообще проведать данную территорию. Здесь мы отсняли немножко, вот как оно сейчас, в каком состоянии оно сейчас находится. В принципе, можно отремонтировать. Испытано на себе. Продолжаем проходить нашу практику на территории озера Лабынкыр. Мы отошли от нашего лагеря примерно на 3, может быть, на 4 километра. В дальнейшей практике нам поможет Александр. Александр, расскажи, что мы будем сегодня делать. Ну, сегодня мы будем измерять скорость ветра, также атмосферное давление и температуру воздуха относительно, температура относительно влажности воздуха. Вот. И что нам в этом поможет? У нас здесь есть сразу несколько приборов. Вот расскажи, что это за приборы, как они вообще работают. Ну, во-первых, наш прибор — это электронный анимометр для измерения скорости. Давай предлагаю показать его нашим телезрителям. Вот так он выглядит. Так, и принцип его действия, да, очень интересно. Да. Тут получается есть винт,
Вот, туда попадает поток воздуха. Мгм. И, ну, получается, чем быстрее скорость ветра, тем... Ну, тем быстрее крутится винт, Да. соответственно, да? Да. Ну, вот сейчас, давай прямо сейчас измерим. Сейчас, ага. Сколько у нас получается скорость ветра? Это для того, чтобы измерения были максимально точными, нужна открытая местность. Максимально точными, да. Вот. Ага. И измеряем в течение 10-15 секунд. 10-15 секунд будет достаточно, чтобы измерить скорость ветра. Ну, сейчас мы только что видели то, что скорость ветра была до 3 метров в секунду, ну, с порывами до 3 метров в секунду, а средняя скорость можно грубо составить усреднить из всех значений. И у нас получилось 1,5 метра в секунду. Ну что ж, скорость ветра мы измерили. Давай продолжим наши дальнейшие измерения. Расскажи, какие еще приборы нам помогут Ну, вот, в наших вычислениях. Следующий наш прибор вот для полевых исследований, вот, портативный барометр для измерения атмосферного давления. Вот. А в данном случае у нас вот барометр Так, не покажем? рулит. Покажем зрителям. Так, барометр. Ага. Так, и как он работает тут? Ну, тут ничего включать, крутить не надо. Мгм. Тут принцип действия прост. Ставим на максимально ровную поверхность. Вот. И тут показывается значение. Вот. Мгм. Оно в данном случае тут в миллибарах. То, что ну, оно все равно, что и как показывается как в миллиметрах ртутного столба. Вот. 667 667 миллибар, ну или же миллиметров ртутного столба, это атмосферное давление на этой местности. То есть мы сейчас вычислили сначала скорость ветра, в среднем это 1,5 метра в секунду, с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление измерили с помощью барометра. Здесь атмосферное давление на этой точке конкретно 667, да? 667 миллиметров ртутного столба. Так, идем далее. Далее, вот это что за прибор? Тоже давай расскажем нашим телезрителям. Вот. Это прибор называется аспирационный психрометр для измерения, ну тут для измерения воздуха, сухого и относительной влажности. Тут, например, есть внутри батист, ну, в отсеке для измерения относительной влажности. Батист, его смачиваешь дистиллированной водой, вот, ну, перед измерением. Смачиваешь, потом он уже... То есть ты смачиваешь благодаря тому, чтобы какой-то ноль узнать, да? Да. Точку отсчета, так сказать, узнать, чтобы, да? Да. Вот. Потом уже, получается, измеряем, где обычно вот такие вот аппараты, они стоят в метеостанциях, вот, закрытых, как его, непроветриваемых, ну, сильно непроветриваемых таких вот коробках, можно сказать. Каких-то емкостях, да? Да. Хранятся. Ну, это для того, чтобы какие-то лишние данные не измерялись, да, получается? Да, чтобы совершенно. для более точных вычислений. Вот. Получается, обычно, как мы делаем? Мы уходим в тень, нам нужно немножко поменять, наверное. Воспользуемся тенью нашего вот кедрового сланника. Так, давай подойдем сюда, посмотрим. Ага. Ну, сейчас, если он... Так, обязательно измеряем в тени. Да. Сейчас посмотрим. Хорошо. Прокручиваем 3-4 раза. Сильно много не надо. И вот так вот нужно это отмерить. Ну, То есть в таком подвешенном состоянии делаем измерения. 2-3 минуты. 2-3 минуты нужно держать. Да. 2 минуты прошло. Так. Можно уже определить. Температура сухая. У нас 25 градусов. 25,2 градуса по Цельсию. Это температура сухая. И 10,3 градуса по Цельсию это температура смоченная, ну, относительно влажности. Это относительно влажности, да? Да. То есть здесь у нас мы измерили температуру воздуха, получается. И температура относительно влажности. И температура относительно влажности. То есть у нас температура воздуха на солнце, вот именно здесь, около 25 градусов, получается. Да, 25,2. Это, то есть в тени, мы же замеряли в тени, Да, это это не в под тени. прямыми солнечными лучами. Да. А под прямыми лучами наверняка еще и жарче. Да, будет. да, совершенно верно. Еще тем более у нас вот есть вот легкий ветерок, Да. вот он тоже имеет охлаждающий эффект. Вот. Так, ну что ж, мы сделали основные замеры.
В скором времени переместимся на новую точку и продолжим прохождение нашей практики. Испытано на себе. Особое место в практической работе, конечно же, занимает изучение местной растительности. И именно в этом направлении нам поможет Иван Белолюбский. Иван, расскажи, с чего начинаете изучать растительность вот здесь, на территории озера Лабынкыр? Для того, чтобы изучать растительность на местности, нужно для начала определить площадь, где будем изучать растительность. Это площадь размером 10 метров на 10 метров. Для этого нужно использовать веревку. Для этого нам помогает веревка для определения площади. Для начала мы определяем количество ярусов. Количество ярусов у нас максимум бывает 4 яруса. Первый ярус это древостой, второй ярус кустарники, третий ярус кустарнички и четвертый ярус у нас это травостой. На нашей местности в площади 10 метров на 10 метров у нас первый ярус это древостой. То есть к этому у нас относятся лиственница. Так. Я вношу данные как раз таки вот в тот бланк, который я уже заполнял. Первый слой лиственницы, да, у нас? Дальше? Дальше мы определяем состав древостоя, то есть это вид, количество штук, высота в метрах, диаметр в сантиметрах, среднее расстояние между деревьями, сомкнутость крон, а также состояние деревьев. Это могут быть ветровал, либо больные или молодые. Так. Если говорить про эту местность, что здесь преобладает? На этой местности у нас из древостоя только лиственница. Это у нас первый ярус. А второй ярус у нас к этому относится состав кустарников. К этому у нас относится ива. Вон можно увидеть, вот ива растет. Ива? Ива вид корзиночная. Также для состав кустарников определяем высоту в метрах, густоту. На нашей местности густота, она прореженная, потому что количество тут 2 штуки. То есть даже две штуки это как? То есть редко, можно сказать, да, здесь? Да, можно сказать, да, редкая. Дальше мы определяем кустарнички. Кустарнички это мелкие единицы совсем. Да. К кустарничкам у нас относятся багульник, а также брусника. Багульник это болотное растение, которое растет в местности, где рядом озера. Дальше мы определяем состав травостоя, это у нас 4-й ярус. К травостоям у нас относятся вот эта вот трава. Покажу. Можем ее показать. По определителю растительности мы определили то, что это ситница тонкая. Иван, также мы здесь видим мох. Да. Расскажи подробнее о мохе, о его свойствах. Насколько мне известно, он полезен для здоровья человека? Да, действительно, мох полезен. На этой участке у нас растет сорвем, покажем. Мох, ягель. Так, вот это вот. Она очень полезная. Она содержит витамин С. Также из нее могут делать муку, затем добавляют в обычную муку, из него делают хлеб. Также она полезна для людям, которые болеют диабетом. Вот так вот. Очень полезная вещь, и даже в том числе для запекания в виде муки можно использовать. Да. Действительно, очень интересно. Смотрите, здесь, изучив растительность, собрали, я так понимаю, небольшой гербарий. Давайте его покажем нашим телезрителям. Иван, расскажи, вот что здесь у нас собрано. Так, это гербарная папка. Так, его поднимем. Можно, лучше так. Она представляет из себя 2 папочки с сетками. Так, мы собрали на первой точке, которая там находится, карликовую березу, вот это вот. Когда гербарий собирают, нужно обязательно брать с корневищем. Дальше у нас второй вид, это багульник. Багульник. Вот тот самый багульник, о котором мы уже говорили. Шикша. Она имеет ягоды темного цвета. На вкус она сладковатая.
Мгм, мгм. То есть все эти растения, собранные вот здесь, можно сказать, на территории, да, озера, эта растительность у нас отправится куда-то в лабораторию Да, для дальше будем изучения, исследовать. да? Ага. То есть исследования в каких направлениях будут проводиться? То есть именно на что? Что хотите исследовать? Какие сделать выводы можно здесь будет? Ну, в гербарии мы собираем растения, которые вот мы точно знаем, точно вот это вот растет на местности возле озера Лабынкыр. А если мы сомневаемся в растении, точно не знаем название, мы ее берем, дальше в лаборатории исследуем и даем определение точное. То есть именно в условиях лаборатории определяете, что это за вид, Да, да, например. да. Если он может быть неизвестен или ранее не встречался, вы его, естественно, вносите, да, Да. и даете какую-то информацию, описание об этом виде, да, растения. Ага. Дальше у нас идет ветка лиственницы. С шишечкой ветка такая у нас, да? И это сосна у нас, Так, да? это у нас кедровый сланец. Кедровый сланец, вот он. Вот. На этом пока у нас все. Ну, в принципе, на этом, можно сказать, и исследования растительности и заканчиваются. Да. Что ж, мы на этом заканчиваем исследование растительности и двигаемся дальше. Испытано на себе. Чем занимаются современные студенты в свободное время? Да, в общем-то, тем же, чем и всегда. С годами увлечения кардинально не меняются. Играют в настольные игры, поют под гитару и, конечно, пользуясь подвернувшейся возможностью, отправляются на рыбалку и зачастую возвращаются с приличной добычей. Когда вот рыба сразу на первый улов, да? Ну, Всё. вообще... А это сразу на второй. Короче, вот новенький. Я его учил. И типа сразу с первой попытки вот. Да, вот это достал. вот. А это со второй А это со второй сразу. попытки. А ты? А я вообще в конце где-то поймал. Ну, молодцом. After mosquito to smile as well. Большая, маленькая, три. Там еще жестко большая такая плавала, вот такая где-то. Ну, мы там внизу видели огромную рыбу. А. Больше 10. Где-то где-то. 1,5-2 метра где-то. Ну, очень огромная. Внизу это... Внизу плавала вообще такая, типа на чили, на расслабоне. Это не спеша. Это гольцы, да? Да, это гольцы. Еще одним важнейшим инструментом для студентов является, конечно же, теодолит. Мы этот прибор очень часто видим даже в городах и в различных сферах. Вот для чего этот прибор используется здесь, мы узнаем у Виталия, у студента 4-го курса. Виталий, вот расскажи, для чего теодолит используется вот в вашей практике? В наших целях оптический прибор теодолит для определения углов, а также ландшафтной карты составления и рельефа местности. Да. Вот расскажи принцип работы теодолит. Ну, вначале первым делом мы поставляем уровень. То есть тут есть два вида уровня. Первый это штативный, а также самый прибор. То, что прибор стоит ровно вот здесь, это тоже нужно, да, для этого? То же самое. То же самое для определения уровня, да? Тут есть маленькое окошко, где можем посмотреть. Тут посерединке должна стоять ровно. Все должно стоять ровно. Всё Все. должно стоять Мы уже прибор настроили. Вот теперь расскажи, как он работает. Здесь есть два оптических оптик. Первый это определяет расстояние, а второй это высоту и угол. Ну вот давай попробуем посмотреть. Чтобы понять, вот, например, высоту, да, используется какая-то шкала, может, да, специальная линейка для этого нужна. У нас есть такая измерительная линейка. Тем самым мы можем посмотреть вот сюда и определить по шкалам, насколько высока или низко относительно наша высота. Относительно нашей высоты, относительно да? нашей высоты. Ага. Да. То есть, в принципе, благодаря этому прибору мы можем что определить? Какое-то расстояние, угол, да? Угол. И высоту до какой-то определенной точки, да? Да. Ну, в принципе, понятно. Виталий, большое спасибо, а мы переходим на следующую локацию. Испытано на себе.
Ну и какая же практика без похода? Сегодня мы отправляемся покорять вершину одной из самых высоких точек, окружающих озеро. Мы сегодня едем в рамках студенческой практики в поход. Будем забираться на сопку, затем спускаться с нее и попадем на озеро Тымпы или Тымпы. Будем там рыбачить. Расстояние от базы до сопки примерно сколько километров? Расстояние от базы до сопки занимает примерно 4 километра. До самой сопки еще где-то 2 километра вверх. Чтобы упростить задачу, мы перебираемся при помощи моторных лодок. Изначально был план пойти пешком, но немножко далековато и имеются мари, то есть там довольно сложно пробираться, поэтому выбран путь именно водный. Всего в группе примерно сколько человек? Так, у нас сегодня едут 17 человек. В общем, нас здесь порядка 30 человек, а именно сегодня в поход пойдет 17. Испытано на себе. Мы примерно преодолели третью часть нашего пути. Подъем достаточно пологий, но усложняет задачу жаркое солнце. На солнце очень жарко, но вместе с подъемом здесь же ощущается прохладный ветерок, поэтому есть возможность дышать глубже. Я думаю, что дальше будет немного проще. Просто завораживающие виды с высоты озера Лабынкыр. Уж очень красиво и привлекательно. Просто оторвать взгляд невозможно. Ну что ж, признаю, я оказался неправ. Дальше стало только сложнее. Подъем стал более крутой, соответственно, сил уходит гораздо больше. Но нам все-таки действительно помогает свежий воздух. На высоте дышится, как ни странно, гораздо легче, несмотря на достаточно высокую гору. У нас остался последний участок, и мы обязательно покорим эту вершину. Вот мы на вершине, и отсюда открывается просто завораживающий вид на озеро Тымпы. Дальше нас ожидает спуск, рыбалка, ну а затем мы будем возвращаться на базу. Все справились с этой вершиной, все вершины покорили, теперь спуск. Погнали! Я раздулась. Срочно надо, да? Аечка.
Томари. А тут тушенка это будет. Гири, качек гири хлеба буката. Гир хлеба да. Гром пауза. Да, плав. Как бы да. А, он ртевает, помогает там. Он овера. Куда пошел? Сань, здесь же медведей нету. Где была? Телефон у тебя? Тебе какой дать сумку? Мы ее поймали, но будем отпускать. Давай, она у нас маленькая, хорошенькая, плыви, родная. Поплыва. Все, замечательно. Ну, я очень рад. Рыба все-таки ловится. Блесенка отработала замечательно. Я здесь рыбачу на салатовую блесну. Предварительно ее попробовал на мальках. Мальки реагируют. Шел до ребят, закидывал спиннинг и поймал небольшую щучку. Ну, замечательно. Я ее отпустил в надежде поймать все-таки топь. Ну, это вид кольца, арктического кольца. Вода прозрачная, рыбку видно. У меня на крючочке. Эх, сама бы слезла как-нибудь. Ну ладно, сейчас будем вытаскивать. Небольшая щучка, озеро Темпы. Но мы ее будем отпускать. Мы здесь сегодня находимся, охотимся за кольцом. Два человека отцепить не могут. О, подожди, Алексей Олегович. Сейчас. Надо обязательно по щучьему велению, там, по моему хотению, что-нибудь загадать. Давай, кольца сюда тащи. Виса поймал у нас. Что у нас? Рыбка это что? Щучка. Очередная щука. Ну, Висе у нас не привыкать. Нет, покрупнее будет, по-моему. А хотя нет, такая же. Ну, Виссариону не привыкать. Он даже желания не загадывает. Что, отпускать будем? Конечно.
Испытано на себе. Для того, чтобы понять общую картину, также необходимо изучить местную живность, ну, а в частности, конечно же, птиц. И именно изучением птиц и занимаются орнитологи, ученые-орнитологи. И вот как раз-таки рядом со мной находятся орнитологи и студенты-практиканты, которые получают знания у этих специалистов. Так, Инга, Нил, расскажите, пожалуйста, вот чем занимается наука орнитология? Yeah, what is ornithology? Ornithology is basically the study of birds. It can be Это наука птиц, орнитология. quite simply looking at a bird. Everybody looks at a bird. If you take it, Наблюдение за птицами. we're in a wild area and there's birds all around. Это все люди, они как бы в какой-то мере степени, они наблюдают за птицами, они везде. But even if you're in a city, when you wake up, you might hear the birds singing. А же когда ты в городе, когда ты просыпаешься, ты слышишь шипение птиц. When you go to work, you might see some birds down when you are on your way to work. You will see these birds. Когда ты идешь на работу, ты тоже на своем пути встречаешь птиц, да? But ornithology as a science is the study of birds in relation to Орнитология – это наука об изучении птиц, what they're doing, why are they doing что it. они делают и почему они это делают. If you take it, the study of birds encompasses all of the basic principles of ecology. Он включает как бы все основные понятия экологии, да? As in some basic questions, why are certain species rare? Ну, вот основные такие вопросы, да, например, почему некоторые виды, они редкие. And Изучать why такие вопросы. are some species common? Почему некоторые виды, ну, как бы некоторые виды, они обычные. And quite simply, common species have a wide tolerance and they are adaptable to a lot of different habitats. Это обычные виды, они толерантные, да, они могут обитать в различных типах мест обитания. Rare species are less, they require specific requirements as in specific habitats. Ну, редкие виды, они узкоспецифичные. Им нужны определенные места, ну, условия обитания. Which are not so common, so this has them, makes them rare, basically. И что вот эти узкоспецифичные требования к местообитаниям, как бы, поэтому они являются редкими. Этих местообитаний мало, таких. Но если говорить вот об этой территории озера Лабынкыр, какие виды здесь преобладают, именно, конечно же, птиц? So, if you talk about this area in Labankir Lake, what species we already found here? We've found some fairly common species, such as the wagtails. Мы, например, нашли очень такие обычные виды здесь, как, например, кисогузки, As the crows. вороны, рядом с нами. A number of species of ducks which have passed through. И некоторые виды уток, которые пролетели через эту местность, на пролете были. Which is interesting because they're on migration, they're not actually staying here in Labanker. Что является интересным, потому что они здесь не останавливаются, они останавливаются только по пути миграции. Во время миграции они здесь находятся. Now we've been very fortunate, as in there is a species called the Siberian spruce grouse. Да, и нам очень сильно повезло, потому что мы здесь обнаружили очень редкий вид птицы, это дикуша. Yeah. Now, I don't know that much about these birds, so it's a learning experience for me. Inga spotted the first bird 2 days ago. Вот об этой птице, об дикуше, Нил говорит, что он не очень много знает, но вот первый раз мы ее обнаружили 2 дня назад. But I've spotted the bird today.
Fortunately. А сегодня Нилс обнаружил сегодня эту птицу на другой стороне озера. Это получается, как бы это уже две птицы разные. Ну и расскажите о том, как вы помогаете в практике студентам. Tell please about how we work with the students here. Okay. We're very fortunate to have two very keen students. Нам очень повезло с нашими студентами, которые являются очень любознательными. And working with them is a pleasure. И для нас большое удовольствие работать вместе с ними. What we're doing basically is showing them the first steps you need to take while doing active field work. Да, мы им показываем как бы первые шаги для работы в полевых условиях, да, с птицами. And they've been doing extremely well. Observation, not only by sight, but also by hearing. И они сделали очень хорошее наблюдение, не только просто смотря в бинокль, да, но и слыша птиц. Трясогузки предпочитают гнездиться в более скрытых местах. Мы нашли, получается, два гнезда. Один под крышей бани и один под крышей дома. Желтые трясогузки предпочитают открытые места. Вот мы нашли недавно вот это гнездо. Когда мы нашли, там были еще яйца, а за это время они уже вылупились в птенцов. Ну, во-первых, сохранение птиц, да, оно как бы связано с изучением их поведения, да. И вот в настоящее, в современное время сейчас используют для изучения поведения птиц, их перемещений, да, такие специальные приборы, которые называются трекеры, да. Ну вот, да, вот у нас в наличии сейчас как бы у нас есть литовской фирмы Ornitella передатчики, которые мы вешаем на птиц, и китайские передатчики в провинции Хунан, они вот в зависимости от размеров, да, передатчиков мы как бы вешаем на разные виды птиц. Вот, например, вот этот передатчик, который вот самый большой, он предназначен для лебедей, да, для изучения лебедей, да. Например, а вот этот передатчик, он для изучения гусей, а вот этот для журавлей, да. А вот эти для тоже гусеобразных. Я хотела бы вам показать на примере модели, как мы это делаем, да. Например, вот этот лебедь, да, и мы используем разные методы. Например, мы ловим гусеобразных лебедей и гусей во время линьки. Это обычно бывает примерно середина июля до 20-х чисел августа, да, когда они линяют и они не могут летать. В это время мы обычно мы ловим их на местах гнездования, используем разные методы. Есть метод отлова с помощью коралли. Кораль – это специальное такое приспособление, как бы большие палки с сеткой, да, рыболовной, да. И когда гуси, они находятся на воде, мы их загоняем при помощи лодок в эти коралли. После того, как они зашли в кораль, мы подходим и закрываем двери коралли и достаем вот такие специальные приспособления, которые на липучках, да, чтобы птицы могли стали двигаться, скажем так, вот так мы таким образом мы их сюда кладем, вот так вот прижимаем бережно крылья, чтобы они себе не повредили, да. Вот так. И еще в некоторых случаях мы одеваем специальный чулок на голову, да, чтобы птица перестала видеть нас и бояться. После этого мы берем промеры, то есть взвешиваем птицу специальными весами. Берем промеры, измеряем цевку, длину клюва, да, длину хвоста. И после этого, иногда еще мы берем пробы крови, да, для ДНК. После того, как взяли промеры, вот, например, на примере этого логгера, который для лебедя, да, мы снимаем вот эту специальную штуку, магнит, да,
тогда уже как бы передатчик включен. Мы его обратно не одеваем, он начинает мигать. Значит, он работает, да? Вот так мы его одеваем. Специальной крышкой его вот так закрываем. И еще суперклеем наклеиваем, чтобы передатчик не шевелился, да, не улетел, чтобы птица не сняла. После этого вот на каждом логере есть номер. Мы записываем все в одну таблицу, да, вот каждый, уже у этой птицы есть номер. Ага. После этого мы еще прикрепляем вот такое кольцо металлическое. Это кольцо, центр кольцевания птиц, который находится в Москве. И прикрепляем на одну ногу, да, вот так. Еще есть специальные пластиковые кольца, но сейчас у нас с собой их нету. И составляем комбинацию колец. Обычно мы используем 2 или 3 разных цвета. Зеленый, красный, там, черный или белый, да. И чтобы издалека, потому что вот номер, который на металлическом кольце, его издалека не видно в бинокль, да. А вот комбинация колец уже издалека видно. В бинокль можно посмотреть и можно сказать: о, вот эта птица вот с такими кольцами, с комбинацией, вот это он, под номером таким-то. Угу. Так, и что дальше, да? Потом, когда мы все это сделали, мы это все так снимаем и птицу относим в воду. Угу. Вот в то место, где мы его поймали, опускаем. Ага. Нельзя в тундру отпустить, да, потому что птица, она уже в стрессовом состоянии находится, и там в тундре могут быть хищные там животные, например, как писец, да? И он может его поймать и съесть. Ага. И чтобы этого не случилось, мы его отпускаем в воду. Угу. Потом, как бы сказать, как вы думаете, для чего это нужно, вот, отслеживание? Следить за миграцией. Да, еще. Например, узнать гнездование. Так, места зимовок, да, еще, да, где они зимуют. Еще есть места транзитных остановок. Угу. На пролетном пути птиц, да, есть крупные места транзитных остановок. Они не сразу прилетают на места зимовки. Они на полпути останавливаются в таких местах, где много корма, да, и они там как бы накапливают энергию, да, они там питаются, в течение примерно месяца там находятся, и потом они дальше летят на места зимовки. Угу. И эти места транзитных остановок, они очень важны чем, как вы думаете? Для отдыха. Для отдыха, да? И почему нам нужно знать, где они отдыхают? Чтобы люди там их не беспокоили, да? Чтобы создать там специальные места, охраняемые территории ОПТ, да? Чтобы во время миграции не трогали птиц, да? Не охотились на них, да? Там в одном месте могут находиться, например, вот мы с Нилом работали в 2019 году в Китае на пролетном пути, на весеннем, и мы нашли там место крупной транзитной остановки гуменников и белолобых гусей на границе Китая и Амурской области. И там примерно how many birds we stopped there, Neil? Do you remember, in China? The largest number we saw was actually 350,000. That was counted over a 5-hour period. Да, 350 тысяч гусей мы нашли в одном месте, которых мы считали примерно около 5 часов. Считали. Угу. И вот такие места очень важны для сохранения видов птиц, да? И особенно для редких видов птиц, например, какие у нас редкие виды птиц есть, которые у нас являются символами Якутии? Стер, да? Угу. Про стерха можно рассказать, что впервые места зимовок были обнаружены в 1980 году. Для этого никто не знал, где они зимуют. И на местах гнездования всего насчитывали около 500 особей. Это очень мало, да? В те годы. Но со временем, вот, в настоящее время насчитывает около 5000, да? Почему это? Потому что вот такими способами, да, в 90-х годах на стерхах поставили передатчики. Вот на журавлях ставят вот такие передатчики, они вот не на шею вешают, да, а на ногу. У журавлей, как вы знаете, ноги длинные, да? Угу. И вот таким образом их цепляют. Угу. И как я вот рассказывала, тоже цепляют там металлические кольца и комбинацию цветных колец, да? Вот. И с использованием передатчиков
ученые выяснили пролетный путь стерха, и где они останавливаются. И вот по местам пролетного пути в Якутии, например, было создано такие особо охраняемые природные территории, как Кыталык, это на местах гнездования сначала, потом на местах пролета это Чабда, Кюпсы, это в Усьмайском районе, да, и в Абыйском районе тоже есть. На территории Китая, на территории заповедника Мамагэ, команда якутских ученых, мы в 2007 году мы поехали, и нами впервые, нашей командой, мы обнаружили самое крупное место транзитной остановки стерха. На одном месте мы нашли около 1500 стерхов, а до этого никто не знал. А как мы это узнали, да? Мы посмотрели наши треки и посмотрели места обитания, которые стерх предпочитает, и мы подумали, скорее всего, стерхи останавливаются здесь, хотя информация об этом нигде особо. Испытано на себе. О рыбалке уже сказано немало. Сейчас мы остановимся на этой теме поподробнее. С нами сегодня местный гид-проводник Александр. Он является представителем коренных малочисленных народов Севера, профессиональный охотник и рыбак. И нам удосужилось сегодня побывать на рыболовном туре именно с Александром. Александр сам работает на турбазе на озере Лабынкыр. Александр, можешь подсказать, пожалуйста, он нам сегодня показал, как правильно собрать снасть для рыбалки именно на горной речке. Не мог бы ты немножко пояснить? Она немножко отличается, то есть имеется поплавок, грузило и как удочка тут крючочек с мушкой. Да. Много ли вы ловили на такую именно снасть? И вообще, есть ли какая-то отдельная технология проводки? Что-то можешь немножко пояснить? Вот, получается, на мормышку он хорошо берет, но особенно лучше берет он на ручейниках, в горных реках. И бывает же насекомые. Да, вот о чем раньше говорили, ручейник, который под камнями живет, правильно? То есть мы сегодня еще поищем его. Да. Замечательно. А так в целом можно и на мушку, да? То есть без ручейника. Итак, сама проводка каким образом делается? Чем-то отличается от обычного спиннинга? Да, не особо. Вот. Сделали. Спиннинг, плесенку убрали, одели обычный поплавок, грузилко и мушку. Вот. Здесь блесенку не бросить, потому что течение сильно. Вот. Приходится так и бачить. Ясно. И много наловили вообще в целом? Ну, вы именно так только рыбачите, правильно я понимаю? Да. Без блесен. Ясно. Ну и как хорошо ловится, как? Хорошо, да, но тут 20-15 ловится на нем. Отлично. Ну, мы постараемся также поймать. А так можешь, пожалуйста, сделать забросик и показать, как правильно делается проводка? Что сейчас? Накрутку. Вот. Как обычный спиннинг забрасываем. И оттягиваем. И пускаем по реке вниз. Проводим поплавок с собой. Он проходит. Но если рыба там стоит дальше, вот, спускается, видно, когда его дальше опускаешь, чтобы она до них шла. Проводишь, да. Ну, то есть, получается, делаешь проводку методом сплава. Да. Закидываешь, сплавляешь и подтягиваешь. Да. А во время подтягивания просто закручиваешь катушку, правильно? Да. Все ясно, значит, мы будем пробовать. Спасибо большое. Сейчас сначала поищем ручейника, а потом попробуем позакидывать наш спиннинг. Испытано на себе. На другой стороне озера Лабынкыр песчаное дно. И необходимо заходить по колено хотя бы. Ну, может быть, даже чуть дальше. Сейчас попробуем зайти и немножко покидать спиннинг, как это делает наш проводник Саша. Между прочим, температура воды здесь теплее, чем там. По дороге вниз обнаружил клюкву. Тут ее полно. На камеру, наверное, плохо видно. Но она, конечно, прошлогодняя.
Но я немножко подергал и поел. Вот. О, есть что-то! Ну-ка, ну-ка. Оп-оп. Ух ты! Щучка. Щука, ну, покрупнее, чем была. Оп, ушла, сама пошла. Замечательно. Но мы все думаем, что здесь это не предел, конечно. Да, мы, в общем говоря, ловим щучек. Пока что пытаемся поймать гольца. Щучек ловим и отпускаем. Удивительное место, расположенное прямо в центре озера. Это небольшой остров. Его диаметр примерно 10 метров. Местные называют его остров Чаек, потому что здесь гнездится множество этих шумных птиц. Кто знает, может быть, именно этот остров с высоты птичьего полета пилоты самолетов или вертолетов путали с лабынкырским чудовищем. Испытано на себе. Вот и подходит к завершению практика, а значит и наше приключение. Озеро Лабынкыр встретило в ледяном спокойствии, а провожает настоящей бурей. В течение 12 волшебных дней, проведенных здесь, невыносимая жара днем сменялась холодными ночами. Лед, сковавший гладь воды, отступил, и нам открылась истинная красота и величие этого места. Впечатления незабываемые. К сожалению, следов знаменитого лабынкырского чудовища нам обнаружить не удалось. Поэтому утверждать наверняка, есть оно здесь или нет, мы не можем. По словам наших проводников, в этом водоеме точно есть крупные щуки длиной до 2 метров. Нам они тоже не попались. Тем не менее, уставшие и вместе с тем отдохнувшие от городской суеты, мы покидаем завораживающий Лабынкыр в надежде снова когда-нибудь сюда вернуться. Испытано на себе.